На 97-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Леонид Тулубенский. В ряды вооруженных сил Леонид Иванович был призван в январе 1943 года. В годы Великой Отечественной служил в действующей армии в воздушно-десантных войсках. Десантировался один раз. Это когда 1-я, 3-я, 11-я бригады выбрасывали на Днепре. Это было где-то, наверное, октябрь-сентябрь 43 года. Потом попал в госпиталь, попал в другую бригаду, и так было в этой самой Белоруссии, на Украине, в Венгрии, в Австрии. Леонид Тулубенский награжден орденом славы 3-й степени, орденом Великой Отечественной войны 1-й степени, медалью за победу над Германией. День Победы Леонид Иванович встретил в госпитале. После этого оттуда из госпиталя уже выписали, снова пришел в свою часть, в свою роту. Ну, в роте из 120 человек 30 осталось. В общем, война есть война. После войны Леонид Тулубенский продолжил службу в рядах советской армии. Участвовал в формировании Каунасской дивизии ВДВ. В мае 50-го года уволился в запас и вернулся на родину в Котлас. Работал в управлении Печорской железной дороги. В 1959 году переехал с семьей в Сосногорск. 10 лет работал начальником отдела кадров в вагонном депо, а потом с 70 по 90 год работал в отделении дороги начальником отдела. Труд Леонида Ивановича получил высокую оценку. В 90-м году ему было присвоено звание «Почетный железнодорожник». Находясь на заслуженном отдыхе, вел активную общественную деятельность. Принимал участие в работе Сосногорского совета ветеранов. Много встречался с молодежью. Сосногорский газоперерабатывающий завод – предприятие, с которым тесно связана история муниципалитета. Именно с него началось развитие Сосногорска как промышленного центра газоперерабатывающей промышленности. На минувшей неделе глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко посетил предприятие с рабочим визитом. Говоря о работе завода, его директор Юрий Дегтев отметил, несмотря на все сложности, которые принес компании минувший год, производственная программа по переработке углеводородного сырья и производству товарной продукции была выполнена в полном объеме. Филиал общества переработал 2 миллиарда кубических метров природного газа и более 125 тысяч тонн нефтегазоконденсата. С целью обеспечения эксплуатационной надежности на 5 технологических объектах завода проведены плановые ремонты. В приоритете по-прежнему остается промышленная и эпидемиологическая безопасность. Затронул тему безопасности и глава района, отметив, что вместе с ним на завод пришла инициативная группа. Депутаты городского совета, к которым обращались жители, обеспокоенные недавними выбросами сажи, выпавшей со снегом на город. Да, жители города обращались, кто обращался с эмоциями, кто обращался на профессиональном уровне, спрашивали, может такое быть или не может такого быть. По роду своей деятельности я общаюсь с родителями детей, и, естественно, поступали обращения по поводу сложившейся данной ситуации черного снега, не опасен ли он. Сегодня мы приехали на завод. Ответы гостям были даны, что называется, из первых уст. Безусловно, конечно, промышленное предприятие, оно выбросы имеет. Весь вопрос, сколько их и чего. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, с законом об охране окружающего воздуха, на заводе разработан был своевременно проект предельно допустимых выбросов. Данный проект прошел экспертизу, получил положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии данного документа требованиям законодательства. Завод ежедневно проводит мониторинг окружающей среды. В режиме реального времени осуществляется непрерывный контроль за чистотой атмосферного воздуха. Аккредитованная лаборатория проверяет наличие выбросов не только на территории завода и в границах санитарно-защитной зоны, но и на границе жилой застройки. По словам директора, за последние 20 лет ни разу не было зафиксировано превышений показателей. У завода Роспотребнадзором утверждена санитарно-защитная зона. Так вот, на границе санитарной защитной зоны мы регулярно проводим также контроль атмосферного воздуха, почвы, мониторим воду в районе реки Ижма. И на самой границе находится пост-лаборатория, которая в автоматическом режиме постоянно производит отбор воздуха
и производится анализ содержания вредных веществ. Говоря о свойствах технического углерода, или проще говоря, сажи, Юрий Дегтев пояснил, что этот продукт относится к 4-й, то есть самой безопасной категории, как для окружающей среды, так и для человека. Да, к сожалению, тут незначительное количество тех углерода, которые содержатся в выбросах, оно просто, ну куда ему деваться, оно осело. Это вот есть такие моменты, когда атмосферное давление, ветер, направление ветра, сила ветра, направление ветра, как раз могут, такие могут быть проявления. Но поверьте, это абсолютно не критично, никаким образом не угрожает здоровью нашего населения. Показали визитерам печное отделение и диспетчерскую участка номер 1, рассказав о некоторых тонкостях производственного процесса. Технологический процесс ведется очень точно, да, в соответствии с регламентом, то никакие отклонения то есть сводится до минимума отклонения, да, или принятие решений, если аппаратчик видит, что есть предпосылки к отклонению, он очень оперативно принимает здесь решения для восстановления нормального ведения процесса. Давно работаете здесь? Да. Сколько уже лет? Если сейчас будет 13 марта, 15 лет. 15 лет. Ну и как работает вам на заводе? Нормально, все хорошо. Работа как работа. Далее речь зашла о перспективах предприятия. Сосногорский завод – это звено в большой производственной цепи. Один из 7 филиалов крупнейшего дочернего общества ПАО «Газпром» «Газпром Переработка». Сегодня ситуация стабильная. Завод работает и будет работать еще долгие годы, наращивая объемы производства, отметил директор. Подводя итоги встречи, глава района Сергей Дегтяренко поблагодарил заводчан за открытость и сотрудничество с муниципалитетом. Только в прошлом году, в разгар пандемии, «Газпром Переработка» выделила 1 миллион рублей Центральной районной больнице. Примерно такая же сумма была перечислена и в этом году. Также финансовую поддержку получила коррекционная школа и ряд других учреждений и организаций. Завод по-прежнему был, есть и остается одним из основных производственных предприятий нашего района. Более того, это одно из градообразующих предприятий Сосногорска, которое обеспечивает нам и нашу социальную сферу, помогает в вопросах городского хозяйства. И в очередной раз Юрий Леонидович нам рассказал о том технологическом процессе, который происходит на заводе, развеял те слухи, что якобы производство является опасным для жизни и здоровья нашего населения. 2021 год для завода, как и для республики, юбилейный. В год столетия региона старейшему газоперерабатывающему предприятию отрасли исполняется 80. За это время были свои взлеты и падения, периоды, когда было очень тяжело, и когда именно на Сосногорский ГПЗ равнялись другие нефтегазовые предприятия. Неизменным на заводе оставалось одно – высокопрофессиональный коллектив, который любит свою работу и делает ее качественно и с большой долей самоотдачи. Самое главное – процветание нашей республики, нашему району, нашему городу, нашему предприятию. Но для этого надо, во-первых, иметь здравый смысл, не подвергаться всяким этим панике, не надо раскачивать лодку, да, надо просто работать. Работать, планировать, реализовывать, идти вперед. Идти вперед, бережно сохраняя свою историю. В свой юбилейный год совместно с городским музеем и при поддержке администрации района завод запускает культурно-просветительский проект «Городские легенды». И это еще один подарок городу от заводчан. Полина Бастракова, Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе в столице региона прошли Дни культуры Сосногорского района. Наш муниципалитет стал 8-м по счету, представившим свою культурную программу в рамках празднования столетия Республики Коми. В Сыктывкар сосногорцы привезли документальный видеоочерк «Листая страницы истории», фотопроект «Город в излучине двух рек», а также художественный проект «Сосногорск. Город творчества». Это небольшая часть, с которыми преподаватели участвуют во многих конкурсах и выставках. А для данной экспозиции мы отобрали именно те работы, которые отражают красоту нашей северной природы. И, конечно же, еще это те работы, которые говорят о наших коми-легендах, сказаниях. И, конечно же, мы бы хотели своими работами рассказать о людях, которые живут на севере, которых наша суровая северная природа щедро наделила талантами.
Также в рамках Дней культуры Сосногорский молодежный интеллект-центр «Мост» представил виртуальную экскурсию тропинками Сосногорья. Гости поучаствовали в интеллектуальной командной игре «Своя игра», а также посетили мастер-класс по фризлайту «Фонарик – это кисть». А Центр коми и национальных культур представил концертную программу «Коми, земля моя». Концерт подготовил народный хор коми песни «Зильзёль». На протяжении многих лет коллектив сохраняет традиции народного фольклора, а также исполняет произведения современных композиторов. Главный творческий подарок жителям столицы к столетию региона сосногорские артисты сделали 7 марта. В фойе Коми Республиканской филармонии была представлена выставка, отражающая культурное богатство района. В том числе такие мероприятия, как рок-фестиваль «Сосны», «Вифлеемская звезда», «Сосногорье». Праздничную атмосферу дополнял ансамбль из поселка Нижнего Одесса и преподаватели Сосногорской детской школы искусств. Гала-концерт «Сосногорск. Культурное сердце республики» прошел на сцене Коми Республиканской филармонии и представил зрителям все богатство и разнообразие культурной жизни Сосногорского района. Я уверен, что все выходцы из Сосногорска, в первую очередь проживающие сегодня в столице республики Коми, прикоснулись к своей малой родине. Кто-то, может быть, познакомился с Сосногорским районом поближе, и сегодня мы имеем удовольствие самые лучшие, самые главные творческие силы встречать здесь на сцене Коми Республиканской филармонии. Сосногорск довольно амбициозно заявил о культурном сердце республики, и, конечно, это во многом так и есть. И сегодняшнее мероприятие, сегодня и дни Сосногорского района, которые прошли на этой неделе, тому яркое подтверждение. Программа концерта состояла из 3 частей, которые отражали девиз Сосногорского района. Блок «Живу» был посвящен Сосногорску, «Люблю» – Республике Коми. А в блоке «Горжусь» сосногорские артисты отразили свою любовь к России. Сосногорск – это самый молодой муниципалитет нашей республики, но, несмотря на это, он имеет достаточно глубокие культурные корни. Сегодня вы все могли в этом убедиться благодаря таланту наших артистов, которые продемонстрировали нам яркие и самобытные номера в большом гала-концерте. Находясь в самом центре нашей республики, Сосногорск вобрал в себя все многообразие, все многоцветие национальных культур, став для нас, для всех, родным домом. Первый блок гала-концерта был посвящен Сосногорску, который в прошлом году отметил свое 65-летие. Сосногорский район – край многонациональный. Здесь с 2009 года в селе Устюхта в конце августа проводится любимый жителями всего района фестиваль Сосногорья. Площадка мероприятия объединяет лучшие национальные коллективы муниципалитета. Фестивальные картины в исполнении ансамблей коми русской, украинской, чувашской и казачьей песни других творческих коллективов стали основой второго тематического блока. От маленького города к большой стране. В заключительном блоке музыкальные номера и хореографические зарисовки сосногорцы посвятили России. Гала-концерт завершился передачей флага Дней культуры Усинскому району, творческий отчет которого столица Коми будет принимать с 19 по 21 марта. Из Сыктывкара Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.